Детей ваших воспитывайте в старании. Если в моем веке не было проявления этого, то будьте правдивыми в желании, выявлении этого в веке, котором будет после тебя. Когда возродится в нашей умме понимание построения уммы и основы, и длительное время в построении, то вы увидите удивительные вещи. А если мы лишь какое-то время сжигаем то, что есть вокруг нас, потом успокаиваемся и возвращаемся к забвению, то это не старание и не доблесть. Когда один из нас понимает, что его коллега в каком-то деле притесняет, и если он может его поправить, соблюдая этику, красивыми словами, не быстро, не нападая, стараясь, чтобы победила истина, то такой человек является обладателем старания и доблести. Когда один из нас понимает, что женщина ни в чем не виновная или сестра по вере идет по улицу или рынку, а к ней пристает молодой глупец, я прошу мне и вам полноценного наставления. Он пристает к ней, кидает реплики. Видя такое, остановите это разумно и мудро, а не криками и спешкой. Сделайте наставление. Скажите: представь, что это твоя сестра, с улыбкой и с красивым нравом. Та, к которой ты пристаешь, она такая, как и твоя сестра. Бойся, что в один день могут так поступить в отношении твоей сестры, дочери или тети. Поступивший так является обладателем ревности, обладатель старания и доблести. Один из проповедников, Хамза Юсуф, да поможет ему Аллах, ехал на машине по улицам, чтобы посетить некоторых ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Он по дороге увидел молодого парня, который шел ему навстречу. На нем была одежда с изображением известного певца в мире. И шейх Хамза говорит: «Я не смог это стерпеть. Это сын арабов с арабского полуострова, мой брат, с земли, которой излучается сияние пророчества». Он попросил водителя остановить машину и вышел к незнакомому человеку. Буйно подошел к нему, он был ревностным, поздоровался с парнем и сказал: «Я твой брат Хамза Юсуф. Я с Америки, с Калифорнии. Мой дедушка был главным церкви, а другой дедушка главный православных. Но я принял ислам. Когда я принял ислам, я почувствовал величие этой религии. Когда я увидел это изображение на твоей одежде, ты сын этой великой религии. Тебе это не подходит. Ты величественнее, чем это. Мы пришли к вам обучаться у вас. Не сталкивайте нас с тем, что вы делаете». Этот молодой юноша изменился в лице, постыдился, руками постарался прикрыть изображение и сказал: «Хватит, ты прав». Потому что он почувствовал, что у того была искренность в наставлении. Откуда пришла эта искренность? От доблести, которая есть в душе, и старании. Это ревность за брата, желание не видеть его в таком виде. Когда мы будем вести себя так, начнем размышлять о том, как возвыситься в этом деле, затем вступим в определенный путь. Доблестнее ли ты с женой дома? Если ваша доблесть проявится как мужчина с женой и проявится в ней доблесть как женщина с мужем, то умма продвинется к великой доблести, которой мы нуждаемся. Один из праведных предков посватался к женщине. После ее лицо стало уродливым. Когда это произошло, она очень сильно опечалилась. Она думала: что я скажу жениху? Интересно, он откажется от меня или не откажется? Была в глубокой печали. До него дошла эта весть. Прошло время, и у него пропало зрение. Обрадовались. Он незрячий, она некрасива. Ему говорят: она же некрасива. Да нет проблем, если она будет мною довольна, то и я буду доволен ее некрасотой. И будем жить прекрасно, ответил праведник. После того, как пропало зрение, прошло 20 лет. Аллах предписал ему смерть. В день смерти он открыл глаза людям. «Как? Ты зрячий?» – удивились люди. Он ответил: «Да, я не хотел печалить эту женщину». «Сколько лет? 20 лет! Вы не можете терпеть одно слово жены и думаете: я мужественный, я не потерплю». Нет, это не мужество. Мужество у нашего господина, саллаллаху алейхи вассалям.
Он был нежным к госпоже Айше, искал ее довольство, говоря: «О, Айша, я знаю, когда ты бываешь довольна мной, а когда гневаешься на меня. Это твое довольство мы должны искать. Госпожа Айша, и мы все мусульмане, мы ищем твое довольство, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». И вот он ей говорит: «Я знаю, когда ты бываешь довольна мной, а когда гневаешься на меня». «А как ты узнаешь об этом?» Он сказал: «Когда ты довольна, ты говоришь: нет, клянусь Господом Мухаммада. А когда гневаешься на меня, говоришь: нет, клянусь Господом Ибрахима». Айша засмеялась и сказала: «Да будут мои родители выкупом за тебя, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, но в таких случаях я оставляю только твое имя. Я тебя люблю, а когда злюсь, то оставляю всего лишь имя». Это есть мужество в посланнике Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям.